Здравствуйте, меня зовут Чепкасова Анастасия. Занимаюсь я разведением собак, московских сторожевых, самоедов и японских шпицев. Собаками я начала заниматься очень давно. Моя первая собака была это боксер. Мне было лет тогда, наверное, 14 или, может быть, 15. То есть мы начали ходить сначала ОКД там проходить с той собакой, потом я узнала о том, что существуют выставки, да, пошли мы заниматься выставками. И тогда я узнала, что такое хендлер. То есть хендлер – человек, который показывает собаку на выставке. Я поняла, что хочу быть хендлером, начала обучаться, потихоньку втягиваться, так скажем, в этот процесс. И так, скажем, и пошло. Конечно, когда стала уже более взрослой, завела себе своих личных собак, которые, независимо от родителей, то, что я хотела, скажем так, да. И вот так я и стала заводчиком, так скажем, с хендлера перешла в заводчики. Ну, вообще все собаки поддаются дрессировке, скажем так, да. Занимаемся мы чаще всего, прям начинаем с 3 месяцев. 3 раза в неделю занимаемся, по часу этого достаточно. Но час это какой? Час не интенсивной тренировки, да, то есть мы позанимались там 10 минут, отдохнули. Позанимались еще 10 минут, отдохнули, поиграли, потому что щенку очень быстро все надоедает, и поэтому тренировки должны быть короткие. Когда собака уже взрослая, я занимаюсь с ними где-то раз в месяц, чтобы, так скажем, напоминать. И все на этом. А дрессировки все подаются одинаково, главное – желание. Да, что уход за собаками очень большой. Заводя собаку, стоит, конечно, 100 раз подумать, потому что времени уходит на это очень много, да, то есть данную собаку я делаю вычес раз в месяц. Обязательная стрижка когтей каждую неделю, да, мы чистим. Обязательно нужно следить за состоянием зубов, то есть мы ходим в ветеринарку, чистим зубы, если это, кого нужно, да. Груминг полностью, московский сторожевой, помывка происходит где-то раз в 2-3 месяца. То есть мы моем собаку профессиональными шампунями, которые стоят прилично денег. Потом мы ее высушиваем компрессором профессиональным. Потом мы ее полностью гребнем прочесываем. Вроде бы как бы уличная собака, да, живет на улице для охраны, но требует ухода очень много. К ветеринару вообще мы ходим, то есть обязательное, да, что делаем, это раз в год мы делаем прививку. Когда уже собака взрослая, это комплексное. В летний промежуток времени в Якутске мы собаку обрабатываем от комаров, то есть каждый месяц есть специальные средства, капаются на холку, обрабатываем. Можно это делать дома, можно ходить к ветеринару. Вот. По состоянию здоровья нужно, конечно, смотреть и следить. Если собака правильно питается, то у собаки проблем никаких с желудком не бывает, да, мы ходим редко. Если собака питается неправильно, чаще всего, очень часто приходят люди в ветеринарку, там, все индивидуально. Обязательный поход – это 1 раз в год за вакциной и вот обработка в летние промежутки времени. Глистогонное даем раз в квартал, но это даем дома самостоятельно тоже таблеткой по весу. Есть многие люди, да, которые с самого детства говорят: ой, не подходи к собаке, она кусается. Я, честное слово, таких людей не понимаю, хотя и в моем окружении есть такие у меня друзья, которые говорят: ой, собаку укусит, не подходи. Нет. Всегда, когда на улице мы, например, гуляем, да, можно спросить у хозяина: вашу собаку можно подойти погладить? Я всегда говорю: да, конечно, можно. То есть я уверена за своих собак. Дети подходят, гладят. Обязательно с раннего возраста нужно детей приучать, что собака – это не зло, собака – это хорошая, да? Давать возможность всегда гладить, общаться, потому что, никто другой может дать максимальную любовь. Это, конечно, собака. Поэтому говорю, самое главное – не говорить детям, что собака – это зло, и она кусается. От этого у них развиваются страхи. Неправильное воспитание собак с самого детства приводит в будущем к тому, что собаки становятся кусачие. Конечно, я не спорю, бывают проблемы с психикой с самого рождения, да, но это неправильное разведение. Если заводчик грамотный, да, у него никогда не рождается собак с плохой психикой. Потому что есть несколько вариантов. Либо собака с психикой проблемной, и она сразу злая, да, либо ее сделал такой человек. А человек ее почему сделал такой злой? Потому что бил, обижал, все время неправильно ее воспитывал, скажем так. Я считаю, что проблема вся кроется в нас, в людях.
Очень много же дачников, которые берут щенка на лето, потом его с дачи уезжают, выпускают, да. А еще есть такое мнение многих людей, что повяжу я свою собаку для здоровья, либо там мой кобель хочет девочку. Нету такого. Для здоровья собаки не рождают. Каждые роды у собаки уносят очень много здоровья, потом мы собаку очень долго восстанавливаем, да. То есть у меня собака рожает 1 раз в 2 года. То есть она родила, 2 года я ее потом восстанавливаю, чтобы она пришла в себя. Мальчик-кобель, да, он никогда не хочет девочку. То есть у собаки есть определенные дни, там, с 12 по 17 день вот она может повязаться, и она интересна для кобелей. А до этого вообще она не интересует. Вот люди, неправильное их мышление приводит к этим бродячим собакам. Потому что я говорю, сколько мы повязали нашу собаку для здоровья. Я говорю, а куда вы дели щенков? А мы их раздали по объявлению. Я говорю, а вы дальше судьбу их отслеживаете? Нет, а зачем? Ну и потом судьба этих собак чаще всего дворняшек всяких, да, либо смеси, они бегают все по улице. Мы, когда вяжем собак, у нас рождаются щенки, мы курируем наших собак всю жизнь. Что если вы не хотите там проблем, лучше собаку стерилизовать. Стерилизованная собака гораздо здоровее, чем не стерилизованная. И также кобелей кастрируйте, у него будет меньше желания убежать. Мне кажется, что да, очень понимают, потому что, знаете, когда у меня нет настроения, да, я прихожу домой там уставшая, злая с работы, они даже не прыгают, не ласкаются, там, просто спокойно мимо со мной ведут меня до дома, все. Я лягу на диван уставшая, они спокойно лягут и будут рядом со мной лежать, да. А если у меня хорошее настроение, они могут на меня прыгать, скакать, там, приносить мне игрушки. То есть, мне кажется, есть даже порой моменты такие, что я просто иду и рукой им показываю, и они уже все делают, что им надо делать. То есть, прекрасно понимают, чувствуют, но опять же, это все почему? Потому что я своим собакам уделяю очень много внимания, никогда их не бью. То есть, они меня любят, я их люблю, мы доверяем друг другу полностью. Главное, это нужно любить собак, не обижать собак, не вязать собак для здоровья. Если вы не собираетесь заниматься разведением, да, у вас собака безродословная, да, лучше собаку стерилизовать. Стерилизовать, кастрировать, потому что она будет здоровее, у нее будет тем самым очень много, например, у девочек, да, именно полженские проблем происходит. С стерилизованной собаки таких проблем не бывает. Любим, целуем, стерилизуем и кастрируем. Ну и, конечно, не отпускайте собак на самовыгул. Многие люди, у меня нет времени, пусть моя собака сама побегает, погуляет. Это неправильно. С собакой нужно гулять только на поводке. И, конечно, если собака неуправляемая, то обязательно одевать намордник.